يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله. يا هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله. يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله. يا هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله. بادت لنا في ربيع طلعة القمر من وجه من فاق كل البدر والحضر. جالوه في الكون والأملاك تحجبه في طلعات الحسن بين التيه والخفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا بحضرته. نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Я предлагаю в первую очередь и себе, и вам делать шукр Всевышнему за то, что Он нам дал возможность вот так собираться, делать наставления, подсказать молодому поколению, как вести
первую очередь делать глаза самому себе и вторую очередь других учить. Но ведь не так уж далеко были времена, когда и это запрещали. Даже если не запрещали, нельзя было так открыто говорить об исламе. Поэтому мы не от того, что мы хорошие. Аллах нам дал вот это время. Это испытание, как мы будем относиться к этому. Наши предки, когда Коран учили, когда они молились, их наказали, а нам все разрешают. Даже наоборот, и руководство, и все другие чиновники, они приветствуют, поддерживают, готовы все время поддержать, если у нас намерение чистые. Поэтому за то, что Аллах нас создал именно в такое время, мы должны благодарить Аллаха. Я стараюсь говорить «Алхамдулиллахи Раббил Аламин, хамдан юафи ни'амаху ва юкафи мазидаху». Вам то же самое предлагаю. Это если мы шукру не сделаем, конечно, от нас это ни'мат могут забрать, и очень редко возвращается ни'мат, которого забрали. И еще хочется, у нас и как эта привычка вошла, читать сурат Фатиха и 3 сурат Ихляс, салат Фатиха, и сделать дуа нашим всем шахидам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله. Фатиха. И несколько слов хочется сказать про сегодняшний наш мадрис, почему мы решили собраться. Это в первую очередь большинство, наверное, из вас были в хаджи, и после хаджа бывает у нас определенное время, кто от усталости, кто от простуды болеют. Мы ждали, пока все эти болезни и усталости пройдут, и это получается, как будто и Новый год наступил. Учитывая все это, мы решили сегодня собраться до следующего хаджа с новой энергией, чтобы хорошо, сильно, от души, искренне, чтобы мы работали, намеревались работать. И сегодня, как брат брату, друг другу подсказали, как обмен опытом бывает, что какой-то имам, если в каком-то населенном пункте делает, чтобы другим он рассказал, и другие тоже для себя сделали заметки и продолжали в этом духе работать. Во-первых, чтобы Всевышний, наш Создатель, был нами доволен. И во-вторых, если мы все наши деяния сделаем в соответствии с шариатом, Аллах Дагестан убережет от всяких бед, наводнений, от этих ураганов и цунами, иншаллах, я надеюсь. Поэтому нам надо засучить рукава, понимая, какую ответственность на нас возложена. Это, конечно, от Всевышнего. Вот, с этим пониманием, что мы подошли своей работы, и как будто сегодня мы приступаем к работе. Не, например, Мухаммад, есть такие здесь имамы, которые или 20 работали. Вот это предыдущие годы надо забывать. Как будто сегодня поступила работа, вот засучил рукава, чтобы было видно работа.
Я как пример привожу вам, например, когда машина, я как водитель чуть-чуть разбираюсь в технике, когда, например, машина на 100-120 едет, если сильный двигатель, еще газ нажмешь, как будто машина стоит, как прыгает машина, идет еще вперед. Он же 100-200 чем-то набирает скорость. У нас двигатели должны быть вот такие форсированные. Надо нажимать на газ и вперед пойти и не жалеть себя. Почему не жалеть? Потому что мы умрем, это анкара, это змеи, все они будут на это наш организм кушать. Зачем мы будем жалеть организм и сохранить для змей? Лучше пользоваться, пока Аллах нам дал возможность пользоваться, чтобы потом не пожалеть. Почему бы я вот этот день упустил зря? Почему я на телевизор смотрел? Почему я лишними разговорами занимался? Почему я там за кем-то дебат делал, чтобы потом не пожалеть? Я вам вот это предлагаю в первую очередь себе и в вторую очередь как моим любимым братьям, может, сыновьям, вот так вам тоже я предлагаю. И несколько слов хочу сказать о себе и о своей работе. С первого же дня моей работы, это был 98 год, 24 августа, когда приступил к работе, я думал, меня мало кто знает, я мало кого знаю, как же у меня будет складываться работа. Здесь в то время оказались в руководстве очень умные, мудрые люди. Со стороны руководства они протянули руки помощи. И в первую очередь хочу вас благодарить, алимов, всех. Вы меня очень поддержали. Во всяком случае, не подвели. И, конечно, вы, наверное, если не присутствовали, может, через кого-то услышали, что я сказал. Если вы думаете отправить меня в ад, а самим пойти в рай, я вас не пущу. Или же меня тоже вместе рай возьмите, или вас тоже я туда возьму с собой. Эти же слова, я думаю, вы слышали тогда, поэтому и ради Аллаха поддержали. За это я вам хочу благодарить от души. جزاكم الله خيرا وفقكم الله لما يحب ويرضى. Когда вы, мусульмане, видели, что алимы уважают меня, и они начали уважать, это тоже ваша заслуга. Поэтому я вам вдвойне благодарен. И я хочу здесь, пока насчет благодарности говорю, руководство республики, и тогдашние, и сегодняшние, они тоже, хоть верующие, хоть неверующие, я просто удивляюсь. И думаю, за что меня они уважают? Долго вот этот вопрос, ответ не был у меня. Сейчас я ответ получил. Я думаю, это Аллах их заставил. За это я Аллаху благодарен. И еще по поводу своей работы. Некоторые люди, я думаю, почему-то я на этот вопрос ответ не получил, о моей работе тоже говорят, мол, я ухожу с работы, там кого-то выбирают, кого-то избирают. Вот эти разговоры тоже, я вас прошу, вы забудьте. Почему я говорю? Потому что эта должность муфтия один должность, а вас много. Вы можете между собой драться. А сейчас вы как братья. Лучше вот это братство сохранить, чем ради должности там, драться, клеветничать. А я, альхамдулиллах, ту силу, которую Аллах мне дал, ту возможность, которую Аллах мне дал, способность, энергию, которую Аллах мне дал, я думаю, достаточно, если еще на полвека работать.
Если вы не догадываетесь говорить Аллаху Акбар, я говорю Аллаху Акбар. Иншаллах, будем работать вместе. Если я до сих пор в течение 14 лет что-то воровал, я уже наворовал, больше воровать не буду. Хватит мне то, что до сих пор. Но я думаю, я не воровал. Поэтому оставите ногу, все равно ему несколько лет надо будет там. А дом строит, машины, у меня все есть, алхамдулилля. Очень насчет работы вы уже поняли. Хорошая команда. Некоторые люди говорят, алхамдулилля, я благодарю Аллаха за то, что Аллах дал вот такие хорошие, богобоязненные, хорошие алимы. Алхамдулилля. Я еще благодарю Аллаха за то, что Аллах мне дал любовь алимам. Я алимов люблю, я мутаалимов люблю. Это валлахи, я говорю, я клянусь, я их люблю. Когда их что-то задевает, это меня сильно задевает, и я не знаю, даже у меня в теле, в сердце какие-то изменения бывают, как по-русски выразить, я не знаю. Поэтому, когда я их люблю, я думаю, они меня тоже любят. Вот так, иншаллах, вместе будем работать, пока Аллах нам дает возможность. И дальше, вот наш мадрис, как мы хотим вот построить, у меня несколько моментов есть, с которыми я хотел к вам обратиться. И мы хотим, чтобы наш мадрис был открытый. И у кого какое-то будет предложение, у кого какой-то будет там опыт в своем населенном пункте, чтобы друг другу подсказали. И до следующего мадриса, чтобы мы из этого извлекли урок, и дальше, чтобы мы вот так могли работать. Я несколько таких моментов здесь написал. Первое, на что хотел я обратить внимание, у вас всех насчет заката. Поскольку закат является одним из столпов ислама, все лезут в хадж. И хадж совершать идут, и организовать хотят, а закатом заниматься. Один единственный бедный Мухаммад Расул здесь в Махачкале, и больше других, я не говорю, никто не занимается. Ну, мало кто занимается. Мы несколько раз по этому поводу подняли вопрос, думали над этим. Более-менее свободного человека, вот, которого есть время, которого есть возможность, которого есть энергия, мы в целом республике это организовать, вот, решили Мангую Мухаммаду поручить, как заместителю муфтия, который будет этим заниматься. А это разделили на 3-4 региона. Вот Мухаммад Рамадан с одной стороны, Мухаммад Расул, Хаджи, Каспийск, Изберг, Махачкала. Абду Кариму и Мухаммаду еще несколько районов распределили, чтобы они вместе с вами, вместе с имамами, чтобы они встречались, обсуждали. Ну, конечно, если вы не поможете, они ничего не смогут делать. По поводу заката мы очень отстаем. Это нельзя, нам грех будет. Это столб ислама. Это очень важно. Второй момент, на что я хотел обратить ваше внимание, насчет, это тоже несколько раз подняли, сейчас по компьютеру вот, определяют это намаз, время намаза. По этому поводу тоже я бы хотел чуть-чуть, иногда это компьютер, если это скажет, компьютер сбой дал, что-то дал, что мы сделаем? Иногда, чтобы вышли на солнце, проверили обеденные, послеобеденные, вечерние, утренние, вот такие намазы, хоть сверили с компьютером, вот, соответствует, не соответствует. Этому тоже ответственный. Это написано Мухаммада и того же Мангуи Мухаммада, чтобы они вдвоем обзванивали, кое-кому поручили, потому что тоже очень важно. Мы же не можем сказать, компьютеру так сказано, поэтому молимся. Мы можем сказать, по шариату, книгах, вот так написано, мы следуем. А компьютер левым глазом будем смотреть на компьютер. И еще
хотел бы обратить внимание имаму особенно. Амру бил ма'руф, нахи анил мункар. Какое вознаграждение перед Всевышним это имеет? Это просто здесь вам не мне рассказать, это вы сами несколько раз это проповеди читали на эту тему. А от этого, если мы будем молчать, если мы будем сидеть тихо и сказать, моя хата краю, я ничего не знаю, это Аллах нам не простит. Поэтому на это вы обращайте внимание. Когда наши сестры, наши дочеря, наши жены и без махрама сафар делают, в общем, дальше тоже, и не только. Вот это тоже, что туда входит, амру бил ма'руф, нахи анил мункар. И каким образом нужно делать амру бил ма'руф, какими условиями, какими шрутами, какими адабами, это тоже надо знать. Как человек, который узнал, что надо амру делать, и вперед, это нельзя, наоборот, впередная реакция может у этих людей появиться. Надо тонко, технично, с адабом подходить. Я еще хочу обратить ваше внимание, в очень многих местах в джамаате есть люди, присутствуют, которые намаз до сегодняшнего дня неправильно совершают, неправильное чтение. Раньше такие школы называли ликбезом. Вот самое малое необходимое учить. Вот джамаат в некоторых местах есть. Я в основном этом первое место, как я знаю, занимает селение Тлох, селение Батлух и, по-моему, чуть-чуть в Кукуреке. Вот это, может, есть другие, я других не знаю. Вот этим они первые места занимают. Поэтому я вас прошу, каждый имам может этим заниматься, и поэтому это очень важно. Особенно это важно в год хотя бы один раз имаму, как Хасан Хамад, такие есть люди, у нас специалисты в этом деле, проверить свой мехрай. Почему? Потому что у нас большинство, у нас машины есть. Пока машина остановится, мы же на машине не едем. Что делаем? Через определенный пробег идем в техстанцию машину проверить. Почему нельзя вот так через определенное время проверить свой кираат? Вдруг что-то где-то есть упущение, особенно кто имамом намаз делает. Пусть будет имам, наиб, его буду, в общем, кто здесь работает. Это очень важно, много жалоб идут с их стороны. Еще хотел бы обратить ваше внимание хотя бы через определенное время, может, квартал один раз. Это, русские говорят, я не знаю, халиф-хаби. Это всегда давно. Колдуны, да? Вот, колдуна, кто ходит, это тоже у нас, гадалки. Это тоже у нас очень модно. Особенно среди тех людей, у кого в кармане чуть-чуть деньги появились. Они быстро идут туда, и они тоже говорят, где-то халпач нашли, что-то нашли, и деньги вымогают с этих людей. Хотя бы квартал один раз, если на эту тему ваза не делать, эти люди продолжают туда идти. Какой грех это представляет? Вот такие моменты тоже хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Еще очень важный момент, я раньше тоже каждый раз это говорю, в мадрасах, мечетях, чтобы они соблюдали и гигиеническую чистоту, и финансовую вот это тоже год один раз, чтобы сделали ревизию, и это санитарно, конечно, тоже очень важно, смотря на нас, в некоторых местах очень даже противно туда заходить, омовение где делают. Поэтому мы должны служить примером всем людям, даже неверующим, смотря на нас, чтобы они приняли ислам. А для этого надо и в мечетях, когда молимся, когда сюда делаем, мусор не привыклась к колбу, и в этих санузлах, и особенно где финансы. Это очень важно соблюдать чистоту. Еще очень важно, очень ценные исторические наши мечети сгорели,
из-за нас, за то, что мы не соблюдаем правила пожарной безопасности. Тоже очень важно. Очень важно, это когда имам становится причиной такого, и ценные книги сгорели, ценные исторические старинные мечети сгорели, за то, что мы там где-то что-то соединяем, газ как угодно проводим без соблюдения правил пожарной безопасности, это тоже очень важно. Еще очень важно, есть села, где до старости лет, ну старости, конечно, я сказал, они обидятся, но лет до 30-40 мужчины не женятся. За то, что у них адаты такие, ну, можно сказать, неуклюжие, что ли, как можно сказать, не знаю, требования большие. Когда в Сирии в 93 году, по-моему, мы были, как 2-3 месяца в Бурсе, там наш муалим был 37 лет, он не женат был. Почему? Потому что ему деньги не хватали, там много требований. У нас тоже есть села вот такие. Если вы там где-то разглашать не будете, я название одного населенного пункта назвал бы здесь. Это селение Унсух. Ну, на улице не говорит, потом оно меня будут ругать. Вот там, уже имам взялся за это дело, конечно, ему надо помогать. Очень допоздна, до 30, до 40 лет, и девочки не ходят, и мужчины женят. По каким-то причинам. Это, конечно, тоже недопустимо. Если меня спросить, 21 плюс-минус 1-2 года женить можно детей. 21 год. Это у нас 22-23 будет, 20 будет. Если родители поддержат, это можно, конечно. Ну, зачем? До 25, я думаю, уже критический возраст. Дальше зачем? Чего ждать? Мы будем поклоняться нашим традициям, адатам, что ли? Вот шариат от нас этого не требует, чтобы двухэтажный дом был, чтобы там чемоданы 200-300 тысяч рублей был, чтобы там норковая шуба была, ничего шариат от нас не требует. Поэтому, исходя из шариата, имамы, чтобы на это обратили очень такое внимание, чтобы хорошо взялись за это. Это имамы давно взялись ли за это, если они сами не женатыми были. Они же спокойно живут женатые. Поэтому у них даже порой бывает даже такое. И насчет похорон, вот там тоже перерасходы бывают. Там по Креке были перерасходы, 1-1,5 года тому назад, они взялись уже норму привели. Это только вот черкеи, вот с черкейским имамом, с ихними этими ребятами, имеется в виду, помощниками, можно советоваться, как им удалось это делать. Как черкейцы, какой адат был, селение, я думаю, в Дагестане не было. Они все норму привели. Вот у них можно советоваться. Еще имамам особенно нужно, чтобы имамам, алимам важно, чтобы откуда попало, когда что-то ему дает, чтобы они не взяли, не кушали. Я один пример вам приведу. Наш один сельчанин мне говорит, по этому поводу, я думаю, Мухаммад уже несколько слов скажет, он говорит, я, говорит, смотрю на ваших алимов, на ваших выпускников, вроде бы хорошие ребята, но, говорит, от них особо такого бараката не видел. Я как удивился, вроде бы алимы, несколько лет учились, почему нет бараката? Потом, когда один раз телевизор, говорит, смотрел, видел, что этому мадраса помогал какой-то банк, тогда, говорит, я понял. Вот когда процентные деньги муталимы кушают, конечно, у них баракат не будет. Этим я хочу сказать, что то, что мы кушаем, то, что мы одеваем, что попало, мы не кушали, что попало, что мы не одевали. Это очень важный момент, иншаллах, Мухаммад несколько слов скажет по этому поводу. И еще хочу на местах, чтобы вы обратили внимание, вот в последнее время в школах преподавать религиозные предметы, это нам разрешают, но предлагают учебники, ну, не нашего мазхаба.
По этому поводу может это Абу Муслим Мухаммад, это Билал, они в Ингушетию поехали, несколько слов, они скажут, в этом направлении они чуть-чуть поработали. И еще нам любой алим по этим вопросам может там комментировать, выступать. У нас среди джамаату распространяют вот такие тоже моменты, кого угодно кафуром называют. Отступник за элементарные вещи. Были случаи, вот когда Мухаммад Расул наш имам, вот ему кто-то говорил, ты уже все тавбу делай. Вот Мухаммад, даже джахил человек ему говорит, ты тавбу делай, ты этим от религии отходишь. Вот такие моменты есть. На это тоже стоит обратить внимание и разъяснить людям, за что можно человека кафуром называть, за что можно человека мунафиком называть, лицемером, за что можно человека авоком называть и за что можно человека мушриком называть. Это, если мы не разъясним, это джамаат могут поверить этим людям, которые даже имамам говорят, что ты отступник верит. Это очень важно. И обратите, я не говорю каждый день, что вы делали, такие важные. Ну, хотя бы в месяц один раз можно. В общем, вы сами регулируете. Если, например, у нас в селе этой болезни нету, зачем эта болезнь лечить? Где есть, там лечить. И насчет женщин тоже именно несколько вопросов. Опять здесь, алхамдулилlah, что женщин нет, а то меня и мне нравится это. Некоторые наши женщины, уважаемые женщины, которых мы очень уважаем, машину водить хотят. Это у бедных людей, девочки, женщины, жены машину не водят. Знаете почему? Потому что у них машины не бывает. Чуть-чуть состоятельный, 1-2 рубля появился, сразу машину жене покупает, и она едет. Это нехорошо. Она должна сидеть, можно рядом сидеть, можно сзади сидеть. А где за рулем, я не предлагаю. Потом, чтобы вы ко мне жаловаться не пришли, что жена меня на остановке оставила, когда я была с вами взяла. Или туда-сюда, я жаловаться придете, я вам не отвечу. Руль у себя оставьте. Еще один хороший момент, это особенно сельских имамов касается. Это очень важный момент. Из села, говорит, в последнее время начали девочки выезжать в город, значит, завтра вечером она должна выходить замуж, к примеру, за одни сутки. Она сюда идет, в салон красоты, все, что возможно, ей делает, и губы, и что угодно, и ресницы, и брови, и глаза, ну не хочу называть, все, прическа. Она эта сутка, говорит, не молится, потому что это все испортится. Спать не может, потому что тоже испортится. Она на столе вот так как руки ложат, да вот так спит. Это не анекдот, это я знаю, это мне же рассказывают. Это же недопустимо, слушай, зачем? Для чего? За одну сутки, зачем такое учение делать? Не молиться. Я говорю, много омовения же не получится, когда все крашено. Это вы, имамы, делаете глаза, от этого ничего не изменится. Любого мужа тоже не увеличится. Наоборот, открашение будет у него, когда покрашение. Например, когда мы машину покупаем, говорят, это крашеный, не крашеный. Покрашенную машину же мы не любим. Это говорят не заводской, значит что-то есть. А женщины, когда красят, это кому понравится? Это вы серьезно говорите, это все. В городе это говорить мало. Здесь потому, что в каждом углу это салон красоты. Вот сельские зачем сюда приезжать? Это городским хватит это салоны красоты. А там открывать тоже не нужно. Села. Я не против политики, но я против шариатских вещей. Намаз не делать. За это, за краску. Это вы серьезно относитесь к этому?
и приведите им пример машины. Кто хочет крашеную машину? Например, одежды. Я несколько раз говорил. На Махачкале приблизительно, я Махачкалу возьму, например, около 50 тысяч человек, мужчина, пятничную молитву ходят. Каждого дома, значит, жена, дочка, 2 женщины. Пускай они пошарят, одеваются. Я говорю, неужели нельзя у них это требовать? Если требовать не получится, просите. Можно же просить. Одевай нормально, хорошо одевайся. Еще хочу обратить внимание, я это не видел. Говорят, это губы что-то качают, чтобы они толстые стали. Силикон. А это же через некоторое время онкологические болезни могут превратиться. Потом, все, что мы накопили деньги, на его лечение, если не будешь тратить, ты враг народа будешь. Зачем такие вещи делать за 1-2 года? Потом будешь сам мучаться, она будет мучаться. Вот это нельзя. Здесь, где брови, здесь глаза, сюда тоже это опухают, сюда тоже качают это. Губы качают это. Это вообще не нужно. Вы серьезно относитесь к этому? Мы же будущее поколение воспитываем. И еще, особенно в роддомах, вы обратите внимание, если я обратился, и министр обратился, и директор главврача роддома туда что тоже обратился, туда людей отправил. Что возможно, я сделал. Нам, когда наши дети рождаются, 2-3 дня, самый основной момент, их кормить грудью матери не дают. Вот это самое важное, это молодежь, кормить детям не дают. 2 дня. Говорят, может, ты болеешь. Чтобы это 2 дня проходить, что угодно придумают там. Чтобы эта вещь этому ребенку не попала в рот. А это очень важно. Не дают кормить. Это что угодно нужно делать, чтобы наши дети, наши жены кормили они. Этим молодежь. Это очень важно. И еще там, когда молоком другой женщины кормят, там молочным братом становится, молочным сыном становится. Это тоже важно. Тоже вы на местах обратите на это внимание. Я это все перечислил и надеюсь, 99% польза даст. Потому что я, как сегодня помню, мы в духовном управлении собрались и обсуждали несколько вопросов. Один из вопросов был похищение невесты. Покойный Мухаммад Али был каспийский имам, основной он выступал. Хайда Фанди был, Одессе был. Наш покойный юрист был. Очень алим многие были, обсуждали. Я думаю, я не говорю 100%. Очень большой эффект, очень большая польза была от этого решения. Еще, когда про музыку мы говорили, думали, невозможно запретить. Вот почти же запретили. Польза есть. Главное, что мы серьезно восприняли и взялись за это. Поэтому вот это все моменты, которые я перечислил, конечно, у вас, наверное, память хорошая. Вот кое-кто записывает, но вам тоже было бы хорошо. Вот эти моменты очень важные моменты. И в конце хочется сказать, обратить внимание, почему я это последний вопрос сделал. Потому что я боялся, что вы будете меня ругать. Муаллими и имамы, как можно, редко поехали хадж. Вот Умар Асхаб, хасидский имам, я не разговаривал, он говорит, я решил на Амура поехал, а хадж не поехал. Там 2 пользы. Первое, кто вообще хаджи не был, ему не уступаем место. Второе, именно такой ответственный день, как Идул Адха, мы находимся вместе с джамаатом. А те люди, которые руководители, организаторы хаджа хотят с ними забирать хадж как руководители, как предводители, это уже особые люди, это другой вопрос.
Мы разные причины, предлоги придумываем и говорим, кто-то меня вакиль делал, вакиль пускай не делает. Я сейчас говорю, потому что еще год до хаджа, и пока вас вакиль делать никто не успел. За это я говорю. Муаллими и имамы. Это я, когда несколько местах маджлисах говорил, что алиму это тоже касается. Я, наверное, просто из головы у меня вылетело это. У нас алиму одна беда. Мы друг друга не уважаем. Мы друг друга не уважаем. Это очень большая беда и хроническая беда. И этим довольным делаем Иблис, потому что Иблис это мешок. Хасада же алимам дал. Давай вот это Иблис тоже спину поломаем и скажем, вот это алим, какой бы он ни был, он мой брат, будем уважать друг друга. Это для ислама, не для нас. Для ислама очень важно. Например, если особенно это хаджи бывает. Вот мы говорим там, что-то надо делать, что-то не надо делать. Кто тебе сказал? Например, Хабиб Хаджи сказал, а он что не знает. Это я знаю, это вот так надо. Так нельзя говорить. Хабиб Хаджи сказал, значит это правда. Если тебе это не подходит, быстро найди его и скажи, ты ошибся здесь. Исправь его, но не перед тех людей. Перед тех людей покажи, что ты уважаешь, что он больше, чем ты знаешь. Вот это покажи перед джахилами. Это я почему говорю? Вот Ахмед Мухаммад, вот это Хунза Хабир, его говорят, весь селение уважал. Весь селение. Когда его спросили, как ты достиг этого уважения, он говорит, это как жена, заслуга жены. Она, говорит, меня уважала, потом вместе с ней кто есть соседка начала уважать. Одна соседка, самая очень вот так, поселение распространился, он в селении уважаемся, за то, что жена уважала его. Если мы друг друга будем уважать, это год не пройдет, вы увидите результаты. Это очень важно. Аллаху Акбар.